Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха, его семейству, сподвижникам и всем остальным. Мир вам, милость и благословение Аллаха. Сегодня 17-й день месяца Рамадан. Спустя 2 года после хиджры, переселения пророка, мир им и благословение Аллаха, в Медину, произошла великая битва при Бадре. Пророк, мир им и благословение Аллаха, отправил 2 сподвижников, чтобы они следили за караваном, во главе которого был Абу Суфьян ибн Харб. Однако Абу Суфьян послал человека в Мекку, чтобы призвать курайшитов на сражение. Против посланника Аллаха, мир им и благословение Аллаха, вышло 1000-е войско неверных с 80 конницами, в то время как войско посланника Аллаха, мир им и благословение Аллаха, было из 313 человек с 1 конницей. Аллах повелел воевать с враждующей группой. И пророк, мир им и благословение Аллаха, пришел на это место со своим войском, разбил лагерь недалеко от врага, рядом с водой. Прежде чем выйти в путь, пророк, мир им и благословение Аллаха, обратился к своим сподвижникам, Абу Бакру, Умару, Али и другим: «Посоветуйте мне, о люди». И ансары поняли, что пророк, мир им и благословение Аллаха, обращается к ним. Тогда Саад ибн Убада встал и ответил: «Ты обращаешься к нам, о посланник Аллаха?» Дело в том, что когда ансары присягнули ему, сказали, что пока он находится в Медине, будет под их защитой, и что они обязательно выйдут против тех врагов, которые нападут на него в Медине. Вот что хотел узнать от них пророк, мир им и благословение Аллаха. И передается, что тогда Саад произнес: «Клянусь тем, кто послал тебя с правдой, если ты решишь пересечь это море вброд, мы перейдем его вместе с тобой, и никто из нас не откажется. Мы не возражаем против того, что ты встретишь завтра врага нашего вместе с нами. С повеления Аллаха мы покажем себя так, что ты будешь доволен нами. Веди нас с благословения Аллаха». Это был очень тяжелый день. Пророк, мир им и благословение Аллаха, был опечален, ведь против мусульман вышло большое войско. Передается, что пророк, мир им и благословение Аллаха, поднял руки и воскликнул: «О Аллах, пошли погибель на этих неверных, которые вышли сегодня против меня». «О Аллах, если сегодня погибнет мое войско, то на земле не останется людей, которые будут поклоняться тебе. О Аллах, сохрани мое войско и пошли погибель на неверных». Увидев, как сильно обращается пророк, мир им и благословение Аллаха, к Аллаху, Абу Бакр ас-Сиддик, подойдя к нему, положив руку на его спину, сказал: «Достаточно, о посланник Аллаха. После твоего обращения к своему Господу Аллах непременно ниспошлет данное тебе обещание». После этого пророк, мир им и благословение Аллаха, немного вздремнул в своей палатке с надетой кольчугой. Во сне к нему пришло видение. Он проснулся и произнес: «Радуйся, о Абу Бакр, пришла к тебе помощь от Аллаха. Это Джабраиль ведет коня, взяв за уздечку, покрытую пылью». И вот сегодня мы стоим на этом месте в день и в месяц, когда произошла битва при Бадре. Место, куда Всевышний Аллах отправил 5000 ангелов во главе с Джабраилом. И вот мусульмане и ангелы вступили в бой.
В этом сражении было убито 70 неверных, и 70 неверных были взяты в плен. А среди сподвижников пророка, мир ему и благословение Аллаха, было убито 14 человек. Они пали шахидами на этом великом джихаде. Вот в этом месте, Бадр, в этот день Аллах подарил нам важную победу. Об этих событиях сказано в Коране. Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Сура 3, аят 123. То есть мусульман было мало, и они были слабы. Однако помощь Аллаха непременно пришла. В этот день Всевышним Аллахом была дарована важнейшая победа нашему пророку, мир ему и благословение Аллаха, в которой он нуждался. В завершении я прошу Аллаха, чтобы Он всегда даровал победу умме пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать умму пророка, мир ему и благословение Аллаха, единой. Я прошу Всевышнего Аллаха уничтожить врагов этой уммы, которые пытаются навредить и уничтожить умму пророка, мир ему и благословение Аллаха. Я прошу Аллаха, чтобы восторжествовала справедливость и сгинула ложь. Мир вам, милость и благословение Аллаха.